Мобилизация коснулась многих жителей нашей республики. Сегодня активные граждане организуют небольшие волонтерские сообщества, в которых они стараются хоть как-то помочь нашим военнослужащим. Кто-то шьет, кто-то изготавливает обереги. Ну а рядом со мной сегодня находятся сотрудники Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия, которые уже несколько дней подряд трудятся здесь и шьют ту самую одежду, которая совсем скоро отправится в воинские части нашей страны. Как происходит этот процесс, мы вам покажем. Рядом со мной находится заведующая отдела комплексного обслуживания Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия. Это Колодезникова Раиса. Раиса, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте немножко поговорим, с чего вдруг вы решили все-таки вот так помочь нашим военнослужащим. Наше руководство, конечно, поддерживает все помощь нашим мобилизованным солдатам. И наша организация, где-то больше 10 человек, мы уже в список внесли волонтеров. Наши волонтеры работают и в региональном штабе, и здесь в швейном цехе. То есть мы находимся сейчас, значит, это швейный цех, принадлежащий технопарку, правильно? Да, правильно. Да, вот вы говорите, 10 человек, да, от библиотеки, да, уже успела поработать здесь. Да. А, собственно, швейный цех, логично, здесь мы шьем. Что шьете вы в течение вот этих нескольких дней уже активно? Мы шьем теплые вещи и, конечно же, зависит от материала, который нам привозят наши организации и частные лица. Например, привезли вот флисовый материал, до этого мы шили аптечки и сидушки, например, шили. Давайте посмотрим, покажем нашим телезрителям, да, что сегодня могут делать волонтеры у нас, да? Ага, вот аптечки. Так, давайте посмотрим. Действительно, это необходимая вещь, да, сейчас. То есть давайте посмотрим, насколько качественно сшита та самая аптечка. Обратите внимание, да, все швы у нас обработаны, да, есть кармашки, есть специальные какие-то холдеры, да. То есть вот такие полезные аптечки шьем сегодня. И еще что? Это толстовки, которые мы уже шили вчера. Уже готовые изделия, теплые. Ага. Нам с лекалом помогают наши опытные мастерицы. То есть вот это примерно какой размер? Это, наверное, 50-й. 50-й размер, да? Сколько времени уходит на пошив вот такой флисовой кофты? Например, мы вчера шили 12 комплектов уже и 8 штанов. Вот так, то есть достаточно хорошие, да, у вас такие темпы. Еще что вот это? Вот это сидушка с непромокаемой ткань, внутри еще мягкая. И крепится тоже по лекалам все. Нас проконсультировали, поэтому уже готовы изделия уже много. Да, и то есть еще брюки шьете? И брюки, флисовые брюки. Да. Все-таки вы шьете разные размеры или все единого размера? Стандартные размеры 48 больше и 50-52 такие. Был ли у вас опыт, да, швейного мастерства? Вот при выборе сотрудников говорили, наверное, вот идут только те, кто умеет шить, или брали всех? Нет, у нас опыт такой домашний, шьем своим семьям, самочадцам. Был опыт, конечно, работать с родителями, у меня мама шьет, поэтому опыт такой есть. Всегда помогали ей, поэтому кто в семье шьет, тот уже спокойно может прийти. Хорошо, с чего начинается пошив вообще тех самых брюк? Ну вот есть у нас материал, да, но лучше использовать флис, да? Да, флисовый материал, теплый, уже наступают холода. Мы уже работаем с готовым лекалом, нам помогли уже сделать. И, конечно, делать чертим все. Дело остается за малым, да, по сути? Это нужно... Потому что очень много времени, конечно, это занимает. Поэтому мастерицам лучше давать уже готовый отрезанный материал, чтобы они сразу начинали шить. Да, мы можем пройти сейчас вот в комнату, да, которая находится рядом, немножко посмотрим, как работают там у нас, да, мастерицы. И это тоже волонтеры, женщины работают, не покладая рук. Конечно, там такой шум стоит, потому что машинки работают, но работа кипит и в том отделе тоже. Да. И в этом отделе кипит работа. Рядом со мной находится Анна Павловна, она тоже является волонтером. Здравствуйте. Здравствуйте. Откуда вы узнали об этом кличе, да, что требуются мастерицы, требуются швеи?
пришло в группу сообщений по WhatsApp. Ну и так как я сижу дома, пенсионерка, шить сильно-то не умею, но решила помочь. Сейчас времена такие, по-моему, многие это Отзываются, да? понимают, отзываются. А к вам приходят, то есть вы все не много. знакомы, да? Мы совсем не знакомы. И нас много вообще-то. Не все тут еще пришли. Ну, кто-то рано уходит, а кто-то поздно приходит. То есть график у вас свободный? Свободный. Мы свое свободное время как бы, ну, смотря как. Я, например, далеко живу, поэтому рано утром прихожу, а вечером допоздна не могу. Поэтому... Анна Павловна, а вот машинки это вам предоставляют или это ваши личные? Некоторые машинки, большинство машинок женщины сами привезли. Ага, ну и оставили, и все на них работаем. Одна машина, по-моему, только купленная, а так все вот частники, которые тут работают, помогают, вот они, их машинки. А сегодня рук мастериц хватает или еще необходимо вам? Людей всегда не хватает. Было бы больше. Вот если бы сейчас, если есть желающие, они приехали бы сюда со своими машинками, да, еще. Тут места хватит, много места. То есть, дорогие друзья, если вы хотите вступить в ряды вот тех самых волонтеров, это достаточно просто. Если у вас есть своя швейная машина или же даже ее нет, вы можете подойти вот сюда в технопарк, и, собственно, здесь вам работа-то найдется. Значит, кроить, либо шить, но в любом случае ваши руки здесь нужны. Но еще я знаю, вам очень нужен человек, кто умеет чинить те самые машинки, потому что техника имеет свойство все-таки ломаться, да, и вот у вас, я вижу, стоит несколько, да, машинок, которые просто не работают или работают не так, как должны, правильно? То есть вам нужен мастер. Нам нужен мастер. А мастер, который приходил, он только в понедельник может подойти. А до понедельника еще, вон, сейчас только середина недели. Итак, то есть объявляем на всю республику, да, что вам нужен именно мастер по... Механик по ремонту швейных машин. Я думаю, среди наших телезрителей есть такие люди. Обязательно придите хотя бы на один день. Помогите этим замечательным женщинам. Ну а дальше уже дело будет за ними. Правильно? Конечно. Спасибо вам большое за ваш труд. И мы желаем вам всего самого наилучшего. Спасибо. Спасибо. Несколько дней назад мы получили в мессенджерах сообщение, что нужны волонтеры, и мы связались с региональным штабом. И Ирина Егоровна Савина нас курирует и позвала нас, волонтеров, на Орджоникидзе-10 и здесь, в технопарке Якутия. Здесь, в технопарке Якутия, предоставил конференц-зал для швейного цеха, и мы начали работать уже с Ириной Егоровной. Мы продолжаем показывать вам, как можно, возможно, в домашних условиях шить ту самую одежду для наших военнослужащих, да, и в этом мне помогает Раиса, сотрудник нашей Национальной библиотеки республики. И, Раиса, вот вы сейчас выкраиваете, да, у вас есть лекала. А кто вам разработал эти лекала? Все-таки, раз уж вы человек, ну, не из мира, да, швейного мастерства. Конечно, нам помогают наши старшие мастерицы. И можно же в домашних условиях использовать уже готовые изделия, готовые штаны. В каждом доме есть мужские брюки. Вы можете выбрать любой размер. Вот это у нас 48-й, например, да? Надо их вывернуть. Выворачиваем. То есть, если нет лекал, да, это такой, можно совет использовать? Совет домашний использовать. Одну штанину заворачиваем. То есть продеваем, да, одну штанину в другую. И получается такой самодельный, да? Самодельная уже выкройка. Можно по ней уже сделать макет, да? Макет, Так, смотрим. Ну все, в принципе, это вот... Заднюю часть можно отдельно и переднюю часть.
Вот так. Но здесь, мне кажется, погрешности плюс-минус 1 сантиметр не так страшны, да, потому что, возможно, чуть-чуть будут штанишки пошире, где-то, возможно, поуже, да, но ничего страшного. Самое главное, чтобы примерный хотя бы образец у нас был. То есть потом мы кладем его на ткань, да, соответственно. Да, на ткань кладем. Ага. И по ней же, конечно, резинки надо, можно распустить, если у вас возможность такая, да? И по всей вот так. Прикрепить иголками. И плюс еще вот отступ небольшой, сантиметр должен быть, да? Да, где-то сантиметр. Это И на- если размер побольше делаете, тоже можно добавить размеры и по длине, высоту, да? высоту и длину. Например, это у нас чуть маленький, 48 размер. Здесь вы уже 50-е, Да, 50, 52 уже. Так, а здесь у нас уже вырезанные, да? Да, Вот эти можно. работы можно взять домой, да, и прошить их дома Да, можно волонтерам. сделать. Ага. Это уже готовые, уже выкроенные комплекты, уже готовые для шитья. Ага, карманы, передняя часть и вот обязательно непромокаемая часть будет с этой стороны, на коленях, Наколенники ага, и карман. и карманы. Это то, что не промокает, да? Ну вот да. Здесь-то, в принципе, если у кого-то есть хотя бы базовые навыки шитья, это сложить вот это все вместе не так уж сложно, правильно? Да. То есть самое главное выкройка, правильно? А далее уже дело останется за малым, да? Соединить и вдеть, конечно, резинку здесь. Место для резинки есть, для пояса. Ну, то есть теоретически волонтеры могут обратиться сюда, да, на базу технопарка, где развернут вот такой волонтерский штаб, да, взять уже готовые вот материалы и, соответственно, дома останется только лишь прострочить, верно? Да. Хорошо. Вот здесь, значит, вырезали уже дальше, а дальше, конечно, передаете уже непосредственно Швеем. швеям, да? Итак, а сколько длится вот эта вообще работа примерно, да, у вас на целый рабочий день, да? Да, кто-то приходит после обеда, но мы приходим уже с 10 до 6 часов. То есть с работы вас отпускают, это считается как полный рабочий день? Полный Проблем с рабочий этим день. не возникает? Нет, не возникает. И сейчас, наверное, многие организации последовали такому примеру, да, и сегодня сотрудников своих, наоборот, как-то поощряют, да, за то, что они участвуют в подобных благих акциях, правильно? Правильно. Сейчас время, когда все мы должны объединиться и помогать не словом, а делом. В нашей библиотеке постоянно проводятся различные мероприятия, и на нашем сайте у нас постоянно обновляются выставки, можете посмотреть. В наших филиалах проводятся тоже для детей патриотические мероприятия, поэтому записывайтесь, звоните в наш колл-центр, узнавайте, какие у нас мероприятия идут, и приходите в библиотеки. Наш номер колл-центра библиотеки 45 58 55, и на нашем сайте тоже вы можете проконсультироваться в режиме чата и узнать, какие мероприятия идет. У нас постоянно обновляется сайт, и вы можете выбрать любое мероприятие, подойти со своим классом. Очень много студентов сейчас к нам приходит на патриотические мероприятия. Приглашаем всех. Почему так сильно? А прошивали, потому что швы обрабатывали. А, буду. Откуда вы узнали, что
Ну вот те самые готовые практические изделия, да, которые сотрудники Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия выкроили за небольшой период времени. Спасибо большое вам за ваш труд, за то, что вы делаете. Ну а мы вновь обращаемся ко всем телезрителям. Мы призываем вас всех принять активное участие. И, возможно, кто-то из вас сможет помочь работникам Национальной библиотеки, тем самым женщинам, которые шьют на машинках целый день. Вам можно лишь просто прийти сюда. Для этого не нужно иметь никакой техники, да, никакого материала. Здесь все предоставят. Ну а если у вас есть свободное время, возможно, дома, вечерами, то тогда вы можете прийти, приобрести вот такой готовый комплект и прошить его в домашних условиях, а на следующий день вернуть его уже сюда. И совсем скоро эта одежда, сделанная с любовью от жителей Якутии, окажется на наших солдатах. Ну и мы, конечно, уверены, что вместе мы сила.